вас. Я знаю, что вы очень серьезный документалист, и вы свой путь наверняка нашли как-то не сразу. Каким образом вы поняли, что ваше призвание именно съемка документальных фильмов? Вот как вы нашли себя в этом творчестве? Меня двигает в этом направлении только необходимость пока что. Время сейчас такое, что нужно фиксировать. Нужно фиксировать, потому что очень много людей уносят с собой. Уходит очень много людей, те, кто на себе испытал переломные моменты истории, и это надо успеть. Но не могу сказать, что ни я, ни другие в этом преуспели, потому что нет ресурсов, потому что сложно это делать, потому что говорить об этом очень тяжело, думать об этом очень тяжело, потому что травмы, психологические травмы, которые в стольких поколениях, уже столетия, и пока мы не сумеем увидеть себя со стороны, понять, что с нами происходит, мы не сможем. Хочу вернуться к вопросу травмы. Понятно, что травмировано поколение, и не одно поколение. Как ты думаешь, как даже не отдельно взятому человеку или семье, а целым народом можно выходить из этой травмы? Как из этого можно выкарабкиваться? Рецепта другого нет, кроме того, что прежде всего нужно это все проговаривать. Очень важны публичные акты, то есть должны работать государственные органы, должны работать общественные органы, то есть все время должны работать общественные площадки. В тех реалиях, в которых мы находимся после последней трагедии 92 года, эта трагедия длится по сегодняшний день, потому что бессудные казни, убийства, похищение людей, посадки, всякого рода репрессии продолжаются. Отношения большего количества людей, меньшего количества людей, более интенсивно, менее интенсивно, но все это время это преступление, это большое преступление длится, вовлекая туда все больше и больше людей, из которых состоит система. То есть если суды, органы следствия, прокуратура, все они не становятся на сторону справедливости, правды, они тоже совершают это преступление. Это длящееся большое преступление, которое не дает человеку освободиться от травм, потому что только восстановив справедливость, человеческое сознание освобождается от боли. Это необходимое условие для того, чтобы человек вернулся в полноценную жизнь. Скажи, пожалуйста, как решаются вопросы цензуры? На мой взгляд, мы живем в достаточно репрессивном государстве. Каким образом удается лавировать среди запретов творцам, художникам в этом достаточно жестком пространстве? От верблюда, если его нужно тащить через игольное ушко, остается совсем мизер. И искажается картина реальности.
Поэтому, мне кажется, художник, я таковым себя не считаю, потому что нужно совсем по-другому мыслить, чтобы подниматься действительно до этого уровня. Но я считаю, в принципе, художник не должен допускать самоцензуру, тогда разрушается в целом картина мира. Она становится разъятой, если допустить ее разрыв, если она не будет цельной, то художественный акт не может состояться, то есть который будет иметь ценность. В 1992 году осенью то, что были совершены убийства, массовые убийства по национальному признаку, это первое преступление, в которых участвовала российская армия, которые были зафиксированы следователем Генеральной прокуратуры, и спустя несколько лет было сказано, что за отсутствием состава преступления вот эти дела закрываются. Ингуши сделали все возможное, порой даже ценой своей жизни пытались быть услышанными, чтобы их услышали. Но я сталкиваюсь все время с тем, что очень мало людей, даже среди узких специалистов, знают об этих преступлениях. Не то, что там широкая общественность. А как вы думаете, вот эти, может быть, неизвлеченные вовремя уроки из событий 1992 года, какие будут иметь последствия в нашей современной истории? Ну, вот то, что сегодня происходит, и то, что происходило в 1994 году, начало Чеченской войны, и то, что было в Грузии, то, что было вообще 2014, начиная с 2014 года. Вот это все последствия того, что государство имело все возможности продолжать преступные деяния, несмотря на то, что оно покаялось. В 1989 году была принята декларация высшим органом власти Советского Союза, что никогда более государство не будет совершать преступления против своих граждан, как это было при Сталине. Но это все благополучно продолжается. То есть сталинизм, то, что называли сталинизмом, он не ушел никуда, он прекрасно процветает все эти 30 лет. Какая политика со стороны государства была бы, на ваш взгляд, правильной в отношении народов Кавказа, по отношению к Кавказу? То есть для того, чтобы все-таки как-то было больше и благоденствия и в регионе, и как-то отношения были бы между федеральным центром и вот регионом Северного Кавказа более живыми, более теплыми, более эффективными, скажем так. Я думаю, что Северный Кавказ, если в целом даже говорить про Кавказ, это всегда был символом, то есть вот эти места были всегда символом коррупции. И если бы людям дали бы выбирать, то есть выборная власть решила бы все эти проблемы. Люди знают, что это возможно. У людей огромная тоска по нормальной жизни, когда можно верить власти, друг другу, когда можно наслаждаться результатами своего труда, видеть этот труд, гордиться тем, что ты создал. То есть люди истосковались по созиданию. Хава, вопрос по поводу смерти. Мы с тобой говорили о смерти, и ты высказала очень интересную мысль
о том, что для того, чтобы лучше понять людей с Северного Кавказа и из Ингушетии в частности, надо понять их отношение к смерти. Могла бы ты как-то развить этот тезис, как мыслят себя люди Северного Кавказа по отношению к смерти? Северный Кавказ – это пространство, где абсолютно обесценена жизнь как таковая, именно потому что столетиями там идут репрессии со стороны государства, всей мощью государства разрушает жизнь человека, жизненный уклад целых народов. И отношение к смерти как к норме. И я думаю, что очень много деформировалось сознание людей в силу того, что есть культ не жизни, а культ смерти. Но если опираться на мои наблюдения, то, что я сознательного возраста вижу, то мы все время занимаемся тем, что хороним. Мы занимаемся умершими. Мы поминаем их. Мы заботимся об их загробной жизни. Тем самым надеюсь, что за это нам воздастся. Но это культ мертвых. Мы заняты все время мертвыми. И я думаю, что это не сделана работа памяти, то, что Александр Эткинд назвал кривым горем, то, что нет возможности у человека по-человечески, допустим, вот моего народа, самая страшная боль, когда нет возможности похоронить человека, когда ты не знаешь могилы человека, чтобы к нему можно было прийти, и считается, что с ним потеряна связь. То есть прерывается вот это звено, и сознание происходит что-то ужасное. То есть все как бы то, что во все времена человечеством было принято как норма, она нарушена. Сама лично сталкивалась ли со случаями расизма, какого-то национализма вот, в отношении себя? Поскольку ты живешь не в Ингушетии, да, ты общаешься с людьми разных национальностей, сталкивалась ли ты с этим? И вот как это твой личный опыт? Ну, разумеется, живя в России и не сталкиваться, если у тебя не славянское имя и не славянская фамилия, то уже как бы на тебя обязательно посмотрят все равно как-то не так. Как только доходит до паспортных данных, конечно же, да. Но по большому счету тот же расизм, он выражается в том, что люди плохо понимают, что в их стране очень много других народов, что не может быть, чтобы все люди просто так плохо знали географию, собственно, своей страны. Я считаю, что это государственная политика, которая, какие проблемы могут быть, ввести программу школьного обучения, чтобы каждый гражданин знал
какие народы где живут, чем они занимаются, какие у них, значит, достижения, что там интересного у них. Это же величайшее богатство, которое есть в этой стране. Это не нефть, не газ, не алмазы. Это люди, разные культуры. Возможность увидеть это, то есть вот тут просто жизнь может так закипеть. Вот это же огромная территория, где можно все. О чем еще стоит сказать, какие важные вещи мы сегодня не затронули в нашем диалоге? Есть красные книги, куда занесены растения, животные. Но книг, куда занесены исчезающие народы, на грани сегодня стоит исчезновение, например, мой народ, потому что стремительная ассимиляция, мы сегодня приближаемся, когда остаются единицы носителей языка,